нас вот такая специальная штучка есть. Будем у нас сон ломается. Вот так. Получается, мы берем данные со всего толщи, со всей толщи снега. Вот до конца. Ну, до конца не надо, конечно. Но здесь, по идее, лед же. Как это работает. Так. Так, берем. Ага. Так, держим. Ага. Вот так. Ой. Ой. У нас сон ломается. Вот так. Получается, мы берем данные со всего толщи, со всей толщи снега. Вот до конца. Ну, до конца не надо, конечно. Но здесь, по идее, лед же. Как это работает. Так. Так, берем. Ага. Так, держим. Ага. Вот так. Вот получается вот по слоям вот видно, как снег шел. И это, и пыль, осадки пыли, вот как годовые кольца в дереве. Вот здесь, оказывается, очень много снега было чисто. Потом вот фи-фи-фи полосками. И мы все эти полоски взяли в один присест, получается. Ага. Все бутылки помыты предварительно. И запечатываем наши пробы. Сперва надо записать же. Дай-ка я сейчас запишу. Это номер 1, получается. Номер 1. Там это не стерется потом. Угу. Вот эта тропинка идет по биссектрисе угла. Так, нам нужно брать 6 этих. Раз, два, три. Так, наверное. Сейчас посмотрим. У нас есть лазерный дальномер. Nikon Pro-Staff. Ровно 30 метров. Я думаю, нормально. 30 метров. Потом 60, 90, 120. Угу. Была. О. Да. Раскопаем снизу. Ну, снизу, получается, у нас лед образовался. Блин. Толщина снега маленькая. Ну, пыльный слой мы захватили. Ну, получается, здесь, наверное, растаяло. И вся вот пыльный слой вот в одном месте. И снизу тоже чуть-чуть есть грязные участки.
Так, 20. Ага, 30 кельденис, 29. Все, здесь надо вспомнить. Снизу тоже лед. Ага. Так, получается отсюда до дороги по перпендикуляру, сейчас скажем, 92, да? А нет, через дорогу смотрю. Вот столб. До столба 55 метров. А до этого столба где-то 62. Он чуть дальше. Ну, сойдет 50-60 метров до дороги. Это номер 3. Угу, 30 ровно. Да? Все? Так, 30 ровно. Сразу посмотрим до дороги сколько. 83 до столба. А здесь до вот этого фонаря 85. Ровно идем. Ать. Нас. Мало, да? Это кто все такое? Здесь 15. Ну, наглядно. А тут относительно Влади. Получается здесь чуть-чуть светлее, чем там. Но все равно есть пыль. Ну, всего лишь 90-80 метров на дороге. Сейчас еще дальше войдем. Это номер. Ага. Посмотрим. Результаты покажут. Еще 30 метров. 30 метров. Все. Здесь. Что-то вот это слишком низко. Чуть сюда надо. А то это... Получается, мы здесь слишком приблизились. 104. Туда. 120. Пожалуйста, у нас.
Господи. Вот здесь просматривается вот. Во! Сколько этих песка. Целый КамАЗ тут песок разбросал. Получается, от дороги вообще здесь грязь. И все это с дороги сдувает. Так. Координаты поставил все. Сейчас пойду к середине озера. Так, с номером 7 иду. Что-то шел от точки сбора номер 7. Это будет номер 8. Ага. Так, номер 8. Это получается почти центр озера. Я точку там поставил. Смотрим. Так, получилось намного больше, чем номер 8. Да? Поэтому две пробы взял почти с одной точки. Тут а то метет неравномерный. Такой. По слою снега, если смотреть, тогда чуть серовато тут сверху, а снизу вроде бы белое, и поверхность такая серая. Далеко сносит, оказывается, пыль от дорог. Или чего это еще? Зимой-то других источников нету. Сейчас как раз пойдем, будем находить другие источники пыли. Так, приехали на улицу Гастелло. И тут около дома номер 4, который сгорел, нашли вот такой вот гору песка. Гору рассыпчатого песка. Ох. Но она не такая пыльная, как около дорог на улицах. Все равно все отлетает. Вот тут. Вот. Два участка
сейчас почтовые не заняты. Как назло, весь снег почти растаял. Отсюда, конечно, можно брать, но отсюда ясно, понятно, что все это по ветру сюда падает, оседает. А, вот снег. Отсюда можно, кажется, взять. Смотрим-ка, он более-менее чистый. Только вот на поверх, сверху. Белый-белый чистый снег. И сверху вот получается зимой не так уж сильно запыляется отсюда. А как снег растаял сверху, все полетело сюда. Так, вот песок. Тут снег. Посмотрим-ка. Слои. Слои есть. В эту сторону. Улица грунтовая. Получается, чистили от снега. И все это летит по сторонам. Пришли на Зеленый Луг. Будем брать пробы. Оттуда, потом оттуда, потом оттуда. Посмотрим, насколько далеко пыль от города, точнее улиц города отлетает. Насколько далеко отлетает. Вот так. Около перекрестка Кулаковского и Чернышевского стою. Ну, получается, от дороги 30 метров. Первую точку отсюда возьму. Потом буду отдаляться с большими шагами вот туда. Так. Так, лучше как-то. Сразу, да? Запечатаем. Каждые 100 метров буду брать пробу снега. 105 метров остается. Тогда отсюда буду жить. Так, получается, ровно 100 метров остается до той точки. Сейчас мы точку ставим. Положение. Проба 11. Сохранить. Проба 11.
Так, на первый взгляд. Ага. Чистая, но вот сероватые, коричневатые оттенки есть, вот полосочки. Ага, все-таки сюда, да? Хорошо. Всего лишь 100 метров. Идем дальше. Перпендикулярно той улице. Снег тает. Вот это. Так, вот что получается. Рядом с дорогой. Так. Проба номер 1. Вот столько грязи и пыли. 30 метров. Осадки тоже есть. 60, 90. 120, 150. Здесь фон темный, все равно видно вот эти. А это центр Сайсар, озеро Сайсара. Все равно есть осадки. Но получается тот же песок. Сверху тоже легкая масса. Зеленого лука. Это 30 метров от дороги. Сто 30. Осадки намного меньше и мельче. Здесь крупные пески, здесь намного меньше. Здесь тоже есть осадки. И летучих пылей тоже хватает. Так, 200, 300. 300 тоже осадки. Даже на 400 метров есть осадки. И летучие пыли тоже есть. А это было на отсюда до 200 метров. Получается, присутствуют частички пыли.